Добрый вечер. Как всегда, в среду на телеканале АТР. Мызмызлар и мы ее ведущие Наджи Ефимим. И Осман Пашаев. А с нами сегодня Эльзара Баталова, певица, актриса и даже, по-моему, бизнес-леди. Ну, little bit. Little bit. Может, сразу с этого начнем? Это новое что-то, да, в вашей жизни, бизнес? Добрый вечер. В первую очередь, мне приятно, Хош что вы меня келдіңіз. пригласили. Селям алейкум. Добрый вечер, дорогие телезрители. Да, жизнь такая интересная штука. Каждый день хочется что-то пробовать новое, понимаешь? Идущий осилит, не зря говорят. Поэтому пытаюсь. Вы даже образ сменили. Да. У вас стрижка, вам очень идет. Спасибо большое. На самом деле, творческий человек, он всегда вдохновляется от путешествий. Я очень люблю путешествовать. И от каждой поездки своей я максимум стараюсь выжить и в творческом плане, и в деловом каком-то плане, и в личном. Какие-то новые друзья появляются и так дальше. Поэтому были недавно? В Дубаях. И посмотрела И там. бизнес связан с этим как-то? Да, тоже. И суть в том, что творчество это прекрасно, но мне всегда интересно что-то новое. И, Так что это? Не томите. я не могу тебе рассказать, потому что, ну, я считаю, что рано еще о чем-то говорить. Это только буквально первые шаги. Это настроена инвестиционная такая программа на Украину. Есть интересные у меня проекты, связанные с Дубаем и с Ираном. Ну, вы вообще как-то не ассоциируетесь с бизнесом, я вам скажу. Вы Вот. творческий человек. Совершенно певица. верно. Совершенно верно. Как же и Оглан, И тут сын. хорошо меня знает и говорит, не лезь туда, будь как Кобзон, просто хорошим посредником. Но так случается в моей жизни, ты знаешь, вот заканчивается определенный этап, и я думаю, все, а что же дальше? Так что пение уже Так всё, этап завершено? Я закончился? говорю, нет, вот а что дальше? Вот было, вот, допустим, творческие какие-то конкурсы, это прошло. Были какие-то работа в Киеве, в пограничные там ансамбли, какие-то правительственные концерты, прошло уже, не так интересно. Была работа в Верховной Раде Крыма, прошло. Следующий этап какой? Ну, вас как-то носит, Эльзара. Носит. Вас это, носит. Да, это, наверное, потому что я Вы рыба даже, по вас гороскопу. даже географически, вы уже не крымчанка, насколько я знаю. Я родилась в Крыму, в Белогорске, живу и работаю на данный момент в Киеве, но приезжаю сюда, вот буквально вчера отработала здесь концерт, с удовольствием, я с удовольствием бы работала здесь, но сейчас на данный момент нет интересных предложений. 4 года вы прожили в Крыму, да, если я не Да, ошибаюсь? да. Ну, как этот период? Были советником на тот момент председателя Верховного Совета, да? Да. Советник председателя Верховного Совета. Что советовали? Я была заместитель начальника управления службы председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым. У вас, наверное, визитки такие, да, были Я не заводила официальные? эти Вот визитки, главный они ни ваш к чему. совет, который вам На запомнился. самом деле, первое время, поскольку я артистка, я открытый человек абсолютно, и в стенах Верховной Рады я не совсем чувствовала себя уютно, потому что... Ну, там же тоже сцена, трибуна. Нет, трибуны у меня как такового не было, Нет, там вообще, достаточно а скромный сейчас образ я жизни спою, был. не было такого? Нет, я закрывалась в кабинете, когда никто не видел, и пела. Вот, но... Так чем вы там занимались? В двух словах, получается, что сначала было у меня, наверное, полгода обучения, скажем так. Потому что все то, что думаешь, я приду и я сделаю, я сейчас переломаю всю культуру, я сейчас сделаю это уровень. Всю систему, будет, наверное, да, всё-таки, да, не есть культуру. какая-то система определенная, бумажки, все вот эти чины, и все происходит не так быстро, как этого хотелось бы. Поэтому после полгода работы я малеха разочаровалась в этом всем. Поняла, что не 5 звезд у меня во лбу, что надо быть скромнее и поэтапней. И поэтому я стала работать скромнее. Я стала больше изучать, общаться с людьми, а в чем проблема. И я хочу тебе сказать, артиста, проблема наверное, в Крыму у артистов это не совсем даже финансы. Да, финансовая часть очень важна. Креатив. Вот, совершенно верно, креатив. Свежую кровь пускать в государственные структуры, кто не хочет пускать филармонии, свежую кровь театры. сегодня? Нет, есть определенные, скажем так, какие-то устои, есть там кумы, сваты, браты. Все-таки, и наверное, это всё. такая система некая порочная, да, которую не сломать. К сожалению, есть. Это ни для кого не секрет, на самом деле. А потом так сложилось вот с Гриценко, да? Да. Вот как сложилось, так и скажем. Вот Сейчас он какие сидит в вы, тюрьме, да. да? Вот какие А вообще вы его советник. Вот как отношения? дальше? Вот когда с ним это произошло, как вы дальше
Я вам хочу сказать, что для меня это был полный шок, потому что во всех внутренних каких-то там интригах, конфликтах никогда не участвовала и не знала, ну, занималась исключительно творчеством. Предложила Никите Сергеевичу Михалкову делать в Крыму фестиваль. Я жила полностью, дышала этим кинофестивалем. Поэтому, когда это произошло, а я видела, что Анатолий Павлович работал всю жизнь вроде бы за партию «Регионы», а тут пришли свои, и случилось такое, я честно Вы не вам скажу, поняли, что я вообще не произошло? поняла, я сейчас ничего не понимаю. Поэтому я поняла, что я творческий человек. Как Всегда была и познакомились- буду. Как познакомились с Михалковым? Раз уж про В кинофестиваль мы Липецке, начали в говорить. Липецке, Ну, на как это кинофестивале. Я была, значит, приглашена от Украины как актриса представлять Украину. Значит, в фойе, Как актриса после какого кино? татарский триптих. После татарского Да. триптиха. Значит, в фойе. Утром, уже когда все закончила, неделя прошла, все показы все прошли. Я стою в фойе в спортивном костюме, без грима, с хвостиком, пью кофе из стаканчика. Проходит Никита Сергеевич Михалков, оборачивается, и говорит, подходит внимательно режиссерским своим сканером, знаете, взглядом, проглядывает и говорит, откуда ты такая? Я говорю, из Крыма. Такая в спортивном костюме Да, он и говорит, с это что? кофе. Да, он говорит, ну, я говорю, он сразу спросил, а кто ты? Ну, я говорю, крымская татарка, да? Я говорю, давайте у нас в Крыму То есть проводить всё-таки кинофестиваль. типаж, Я ему да? сразу. Он говорит, ух ты, найди мой телефон, проведем. На следующий день я нашла его телефон и позвонила. Он был очень удивлен, потому что не ожидала. Как вы у него сказали, здесь- алло, это я, та самая крымская Да, татарка он в сразу спортивном узнал. костюме. И провели, да, Сразу. фестиваль? Нет, суть в том, что это не Не все так. опять-таки так легко. Анатолий Павлович поддерживал этот проект, потому что это дружба народов, это голливудские звезды должны были приглашаться к нам на ЮБК, то есть это пиар хороший был бы для Крыма. То есть это все было реально? Это этому- все реально, ну, поверь мне, там действительно уже было и Это все сценарные планы, закончилось на уголовном деле Гриценко? К сожалению, ушел Анатолий Павлович, пришел Джарты, и я принесла от Никиты Сергеевича письмо, значит, Джарты, но никакого ответа не последовало. Вот. А Никита Сергеевич достаточно самодостаточный человек, и он как-то так, походу, уже не сильно То стремится. есть он остыл к этой идее? Он остыл, малеха. Альзара, Да. но все-таки вот вы, когда будучи советником Гриценко, прославились еще и тем, что спели песню «Мы крымчане». Да, она была на 3 языках, если я не Да. ошибаюсь. Это вообще был такой пиар-ход, либо этот ваш творческий ход? Вообще, что это такое было вообще? Я, опять-таки, увидела фразу «мы крымчане», и она мне так понравилась, потому что артисты – это люди, которые должны объединять. Ну разве не было которые должны быть политики? Разве не миротворцами. было политики в С этом моей проекте? стороны вообще не было. У меня в друзья и русские, и евреи, и армяне, и азербайджанцы все в Крыму. И почему мы, крымчане, должны терять свои позиции? Почему наш Крым принадлежит кому-то, да, а не нам, крымчанам? Почему А мы кому он ссоримся принадлежит? между друг другом? Понимаешь? Это- Мне хочется, чтобы А кому он нас не принадлежит, Не знаю. Но кому-то То есть не принадлежит. крымчанам. при- А вы вообще к На мой политике взгляд, близки, Эльзара? Так Мой- получается, был- что У я... меня же вопрос был. Подожди, политические подожду. вопросы. 5 секунд. На мой взгляд, артист не должен быть в политике То есть вне вообще, политики. потому что мы артисты. Да, на выборах мы работаем, потому что, признаюсь честно, политики на выборы только нормально платят. Ну, это никто и не скрывает в ну, кулуарных это беседах. никто да. не скрывает абсолютно. Это есть бизнес артиста. А за что ему жить, грубо говоря? Но так получается, что мы сегодня работаем, поем для СБУ, грубо говоря, да? Завтра мы поем для оппозиционной структуры СБУ. Это профессия артиста. Но мы миротворцы. Мы несем радость Для и любовь. оппозиционной структуры СБУ. Это кому? Сейчас Разведчика мне по- позвонили из иностранного? Румынии и говорят: Эльзара, у нас выборы, вы не могли бы представлять нас, потому что уже международная какая-то политика с песнями 5-10. В Румынии? Да, у них там выборы, это все. И... Поэтому... Подожди, там в Румынии на чьей стороне? Кому? Ну, я для не кого? хочу это все поднимать, оно ни к чему. Вы отказались, либо приняли предложение? Я пока воздерживаюсь. Потому что, вот опять-таки, потом артисты страдают. Политики между собой В помирились смысле, артисты и как это дружат. страдают? Артисты получили свой гонорар и что?
Их Всё. потом начинают, я хочу тебе сказать, урезать, допустим, выходит оппозиционная какая-то структура, урезать в концертах, еще что-то, ну, рекламу не давать и так дальше. А как можно тогда избежать вот выступлений за политические структуры? Тогда отказаться от тех гонораров, которые Надо предлагаются? стать бизнес-вумен, понимаешь, спонсировать себя и не зависеть ни от кого, как бы вот. Или быть дочерью там какого-то нефтяного магната, грубо говоря. Но вот Понимаешь? дочери уже... Можно выйти замуж за олигарха. Удачно, да, Ой, да. нужно. Ой, как нужно. Кстати, раз уж мы затронули эту тему, Эльзара, вы дважды были замужем. Ну, Еще раз. да. Да? Я тебе больше хочу сказать. Официально по бумагам в ЗАГС я не ходила ни разу. Да, вы что? Вот это секрет. Объясню почему. У меня это, наверное, опять-таки мое творческое. Я не люблю фальшивить ни в жизни, ни на сцене. Да? И с детства я люблю свободу. Когда даже я попала в Артек лагерь в советское время, это круто, я выиграла конкурс, мне дали путевку. Я пробыла неделю в этом строе, когда мне позорницы сказали, когда надо вставать, когда я должна построиться, какая по очереди, когда я должна говорить имя, фамилия. Я сбежала, 10 лет мне было, через неделю. В горах поднималась на трассу. Меня догнали, как бы вернули, вызвали маму, меня увезли. И так всегда. Я только начинаю чувствовать, что мне включают, грубо говоря, удушающую. Перекрывают Меня кислород. да, вот. перекрывают То есть в кислород. браке вам перекрывали кислород? Так Я не получается? могу так сказать, нет. Нет, у меня У вас сохранились достойные отношения люди, вообще достойные мужчины были, Да? так скажем, в Вы с ними жизни, поддерживаете которых я отношения? любила, но получалось так, что, наверное, по моей творческой вот этой взбалмошности я не смогла сохранить просто брак. Я никогда не виню других абсолютно, во всем только я. Ну, какое-то вот разочарование, осадок остались? Ну нет же, говорится, что Нет, никого нет. не винит, все Наоборот, хорошо. я хочу попросить прощения, если кого-то обидела. Я так не хотела. может. Я Я не бы поверю. Не хотел бы- поверю, что такой блестящий, как бы женщина, такой Можно на цветущий. нудную тему актерскую? Вот, да. Татарский триптих. Вы так переключаетесь, слушай, это интересно. Это интересно про Это муж- интересно. Да, да, про это мужей, интересно. про количество Про браков. мужчин, да, очень Да. интересно. Сейчас я в свободном полете, это я могу Вот. сказать. Сердце абсолютно. свободно? Сердце свободно. Все. Я Все, закончила. мы исчерпали лимит личной жизни на эфире. Актерство. Кроме триптиха, что-то было, что-то планировалось, потому что вот как-то вроде, так, извините за выражение, не до актрисы, вроде не досыграла еще Да. что-то. Или нету предложений, или не рассматривают как актрису, или не считают режиссеры достойной актрисой для главной роли, или эпизодические роли не интересуют. Вот что? Всё У вас рассказала. потенциал. Да. Ведь у вас потенциал отличный. Мне очень понравилось, как вы сыграли. На самом Без деле оценочно, слушай. был фильм, это Эльзара когда-то давно снимала, крымское телевидение Да. наше. Я тебе честно скажу, я не очень люблю театр. Я не люблю играть в театре. Меня приглашали и в Киеве работать в театре на Левом берегу. Мне больше ближе эстрада. Я от этого сильного кайфа не получаю. Поэтому на те пробы, которые я здесь была в Киеве, мне часто звонили, приглашали на какие-то пробы, я на них просто не выезжала. Вот. А с Михалковым я даже не заикалась, что я артистка. То есть я сказала, да, я актриса, то есть он так смотрел, говорит, тра-ля-ля, но надо четко разграничивать. Если ты занимаешься проектом как продюсер, да, или инвестициями, это совершенно другой образ, это совершенно точные науки. Если ты артистка, это совершенно по-другому все происходит. Поэтому сейчас я в Киеве, может быть, что-то будет. Может быть. В актерском плане. Конус, да. В актерском плане, может быть. У вас есть звание. Да, какое? Вот вы заслуженная артистка Украины и Украины Крыма. и Крыма. Звания для артистов, они вообще чего-то значат тут сегодня? Больше для людей. Да? Люди А что реагируют они, наши. Что они значат? Заслуженная, это важно. Они даже заслуженная артистка Украины. Знаешь, когда знакомят еще что-то или со сцены объявляют. Для людей наших это очень важно. Для вас внутренне это Для был какой-то меня этап, достигли чего-то? Да, да, я тоже радовалась, мне приятно, потому что я тоже дитё советской школы, скажем, да, я радовалась очень сильно. Но больше я обрадовалась, когда недавно мне в Одноклассниках написала «Семья молодая», и они назвали дочь Эльзара Баталова. Девочке уже Как 5 это Эльзара месяцев. Баталова? То есть имя Эльзара Видимо, Баталова? фамилия. Баталова, Баталова, у супруга фамилия. Баталов фамилия, и они назвали дочку, мне наставили в вашу честь, Эльзара Баталова. Ты знаешь, вот этому я, знаешь, как будто я родила. У меня 5 минут был шок. Вот это признание, это любовь. Зара, вы были в Киеве, наверное, первой крымской татаркой, которую он Киев узнал, да? То есть потом уже появились в других, скажем,
отраслях, видах деятельности, да, крымский татар, в спорте или там, мы Сейчас, говорим сейчас постсоветский весь период, Киев, да, по-моему, весь уже Киев. там крымские татары. Вот. Но у меня ощущение, что вот когда даже в плане эстрады вот тоже недовыстрел произошел, вот, ну, вот не было топового выстрела на уровне там мелькания на телеканалах, клипов, всего этого. Почему? Вот почему не произошло? Нет, вот, мне кажется, все-таки мелькание было, но вот дальше оно не пошло. Почему? 96-97 год становления независимой Украины и у украинского шоу-бизнеса было очень много эфиров, было очень много предложений и работы, и бесконечные поездки за рубежом и в нашей стране, 14 стран мира, скажем так. Но все поменялось в украинском шоу-бизнесе, и пошли контракты, пошли жесткие условия, и личности на сцене оставались исключительно, скажем, только на личной основе, да, скажем, сияли звезды. И на сегодняшний день на нашей украинской эстраде, на мой взгляд, главные продюсеры. У вас есть У нас продюсер? нет хорошо, я личности на сцене. По-другому. И я хочу тебе сказать, Могилевская моя и свобода. Билык были примерно в одно время с вами Ну, начинали, они наверное. пораньше, и они Чуть-чуть, были да? уже взрослые девочки, причем не с мусульманским воспитанием. Ты же пойми Ага, то правильно. есть все-таки как-то воспитание на вас какой-то отпечаток Очень наложило? сильно, и на сегодняшний день тоже я маме иногда говорю: мама, чересчур правильно ты меня воспитала. Ну, в чем, например, в Чересчур. чем вам это помешало? Ну, во-первых, ну, это я шучу чересчур, правильно. На самом деле правильно, потому что в первую очередь надо уважать себя, не быть в руках Карабаса-Барабаса игрушкой на поводке, грубо говоря. У меня был контракт с Таврийскими играми до Могилевской. Он продлился 3 месяца, да, какой 3 месяца? Полгода. И мы его забрали, потому что мне было 18 лет, и я, когда туда попала, я вообще не поняла, куда я попала, грубо говоря, да, с детским взглядом. Девочка, которая всегда с мамой, везде рядышком, а здесь взрослая жизнь, конкурсы красоты, самые богатые люди мира. Поверьте, эта профессия, в ней столько искушений, даже больше, чем можно представить. Подается тебе все, что ты хочешь. А другой вопрос, ты возьмешь это или нет? Вот сыну вы пожелали артистическую Нет, карьеру? я сразу сказала нет. А кем вы хотели бы его увидеть? Ну, он должен быть мужчиной. Я То есть считаю... мужчина и артист это Нет, несовместимые это вещи, в да? тени. Я считаю, что должен быть в тени, делать созидательные тоже какие-то вещи, проекты, но на показ жизни она не всегда хороша. Вообще не хороша, я бы так даже сказала. Вы страдаете от того, что многие слишком люди интересуются вами, пытаются лезть в вашу жизнь? Вот что удивительно, я не сильно нахожусь в ящике, да, на телевидении или там на радио, но постоянно очень много разных, причем диаметрально разных каких-то команд, людей присутствуют в моей жизни, зримо или незримо. Вот. Но я от этого не страдаю, я к этому уже привыкла с детства. Зара, вот все хочу понять, вот какие амбиции у вас, вот активный человек, вроде открытый человек, какие амбиции быть на виду, да вроде и нет такой Нет, амбиции, да? абсолютно. Сделать что-то в музыке, но тоже не вижу, что вы пытаетесь сделать в музыке, Я да? тебе скажу, что последние 4 года я ничего не делала. Был репертуар, который был сделан до этого, мне и не хотелось. Сейчас, после Дубаев, да, я приехала в таком восторге. Что произошло в Дубае? Я тебе Расскажите. хочу сказать, ну, Правда интересно. ну, просто есть у меня сейчас ряд инвестиционных как бы вопросов, связанных с Украиной. Вот с Киевом я сейчас работаю, совершенно не творческого характера. Я не буду их озвучивать, не надо, он как бы это не касается творчества. Но так получилось, что были деловые, дневные, да, встречи. Познакомили с хозяином одного из ночных клубов Дубая, одного из самых модных. Там, собственно, наших и нет. Там отдыхают шейхи, золотая молодежь со всего мира. И я услышала ту музыку, которую они слушают. Я увидела, как они отдыхают. Я увидела, как они выглядят. И как будто, вот знаешь, на одной площадке весь мир вместе. Все говорят на английском языке, все дружат. И что удивительно, не было наркоманов. Что вообще, то есть у нас, если зайти в клуб, это же страшно. Максимум, что курили кальян. То есть это Люди. такая модель идеального Люди- мира. Что у меня какой-то полный сумбур в голове. все Это настолько какой-то бизнес, связанный с Нет, отдыхом. шоу-бизнесом нет.
Нет, Не, с не. отдыхом. Вот ты любопытный. С отдыхом без наркоманов. Вот Нет, так нет, вот. нет, нет. Это То есть я для просто тебя тебе говорю, это что у меня было свободное разные время, вещи? вечером я пошла, посмотрела эту шоу-программу. И сейчас я готовлю песни на английском языке. А новый у меня будет совершенно такой То есть это ход. связано с этими инвестициями Нет, или нет, нет? нет, нет. А, нет. это же уже связано с это репертуаром, с я понял, творчеством. это с То есть творчеством. это отдельно Это творчество, пишет, хорошо. отдельная песня. Кто инвестиция. пишет, в каком жанре это будет? Пишет или- Людмила Ульянова, аранжировку делают в Харькове. Если вы слышали, есть группа «Четыре казаки». Ну, поинтересуемся. Ладно. 4 Казаки. казаки. Поставим себе галочку. Они в Италии работают, они именно работают на фэшн-показах. Там очень интересный аранжировщик. И вот сейчас с ним пытаются сотрудничать. Ага, это Харькове. будет альбом англоязычный такой, А, какой-то лаунж будет? Это будет, да, хаус-музыка, хаус-музыка. клубная музыка. Да. Клубная музыка Абсолютно Тереза Работала. другое, Вот абсолютно другое. были 20 лет в попсе, да, такой, Да. вот в такой, Потом из нее выпала. в махровой попсе такой. Махровой да. попсе. Да. Потом фольк у меня был малеха. Фольк, Почему а что? А полю- какой период фолька? Какие песни? Это Это песня Гузель Хрым, Гузель Хрым. да, ну вот Да, это. да, да. Базон Тарапов, И сразу у меня вспомнить. появились поклонники, скажем, творчества в Турции, там в Румынии, диаспоры, в Фейсбуке, вот все пишут. То есть они любят именно этот формат. То есть... То есть сейчас да, как бы формат Сейчас я клуб хочу в Дубае. поменяться клуб, да. Ну вот. клубная музыка. Она Да. будет... А будут ли какие-то проекты на крымско-татарском? Вот Джамала, к примеру, она будет писать альбом на крымско-татарском. А вы? Разве? Она об этом уже заявила, да. Не знаю. Сейчас, на данный момент, вот я не хочу много говорить, вот есть у меня пока вот только такая идея. Аллах сметатсе будет в силы возможности, буду. Елизара, Ну, вот такая вот... Кто? Я? Выступаю, да. Спасибо. По-мужски. Вы такая самодостаточная девушка, я вам скажу. А вот вообще часто ли бывали такие ситуации, в которых вы чувствовали себя глупо? Частенько. Да? То есть для вас это Ой, нормально? Частенько. И я такая сразу глупая, и начинаю, у меня смех без причины, знаешь, признак дурачи. Начинаю, знаешь, вот какая-то такая паника. Очень частенько. Ну, сейчас вот вспомнить даже, я не могу ничего вспомнить. У меня по репертуару опять-таки вопрос. Вот он даже на нашем канале много звучит. Одна из ваших песен, я ее называю песней «Прилипала», вот это вот «Эйо Глам». Глам, да. Да, вообще, как это успех или это что вообще, эта песня? Как вы сами считаете? Куда она знаешь, относится? это успех, либо это махровая эксперимент. попса или это Да. фольк? Это что за песня? явно Это не попса, Да. это наша крымско-татарская такая качественная для Крыма попса. Опять-таки, если поехать с ней в Киев, грубо говоря, уже нет. Я уже не говорю про другие страны, она там не пройдет. Это, ну, а для нас это очень классно. Ну, потому вам что- самой такая музыка как Да, нравится, потому да? что я хочу молодую публику. Я устала от публики, кому за. За я сколько? хочу, Кому за сколько? я хочу, вы знаешь, у меня этого не было. Я всегда вот на всех вот с детства, на этих правительственных концертах, я вот всегда такая правильная. Вот устала я быть правильной, понимаешь? Я хочу быть чуть-чуть неправильной. Сыну нравится эта Вы музыка? правильная все-таки, да? То есть, Я, ну, да, в своих чересчур. глазах. вы- Да, да. А в сыну своих нравится глазах, да. вот ваше творчество? Вот какую музыку слушает сын? Георгий очень любит Майкла Джексона. Вот, когда-то я его обожала. Но он фанат Майкла Джексона. Он раньше пел, сейчас замкнулся, не поет. Я говорю, почему, сынок, спой мне? Он говорит, надо или быть Майклом Джексоном, или не выходить на Он сцену все-таки совсем. Георгий, да? Он По документам он Георгий Убирия. Так как мы его дома называем, это Гирей. Кем он себя чувствует? Грузином, Он бедный татарином, запутался, украинцем? понимаешь, Вообще? он Вот Он запутался. мусульманин у вас? А потому что вот это второй вопрос, который мне Дима Гордон задал. Кто твой сын? Мне очень интересно. Так получается, что папа втайне от меня его покрестил, а я втайне от папы сделала его мусульманином. Поэтому я считаю, что Бог один. Я против сект, а все остальное замечательно. Везде, в принципе, пишется о добре. И он вырастет, он сам для себя решит. А с языком вообще он по-татарски хоть чуть-чуть, по-крымски-татарски Да, понимает? ой, когда я секретничаю с мамой, он все прекрасно понимает. понимает. Ты сказала то-то, то-то. А с отцом общение? Да, вот он сейчас с папой своим. Мгм. Как они вообще? Ну, у них близкие, теплые отношения? Да, да, конечно, да. А он бывает в Грузии, например? Есть Нет, это? Нет. какая Грузия? Нет, нет, пускали? нет, в Киеве, нет. То есть папа не сохраняет взаимоотношения с Грузией? Нет, ну раньше я частенько, насколько я знаю, он летал, все, насколько мне известно, мы не видимся. Он больше здесь находится, Киев, Одесса. Вот. Георгий Гирей — это единственный проект
наследников? Нет, я очень хочу девочку, я еще Извините, что я мальчика сказал хочу. проект, так как-то мягче. Да, Вот. да, То да, есть, да. Можно проще, да? Не хотите ли еще детей? Вот, Хочу, вот. хочу. Сколько? Я люблю и процесс, и хочу детей. Я люблю детей. Понимаешь? Зара, Поэтому я только ищу своего принца, где же он, тот смелый чудак, который осмелится выбрать То есть надо меня. быть смелым, да? То есть Да, только смелый однозначно, мужчина может вас да. покорить. Да, только так. Эльзара В Баталова. Дубае смелые мужчины? Я хочу тебе сказать, что это не мое. Были, конечно, поклонники, было я общение, но я уже не совсем та, наверное, Тут быть правильная. королевой гарема, Это, не гарема, это даже не про нет, меня, не про это я вас. точно могу сказать. Ну, если А я с песни, что у вас, Артека да, сбежала, были? поверь мне. Песни у вас были там «Караванщик», Я была раньше, я тебе искренне скажу, лет 18-19, послушнее меня, жены, трудно было найти. Я вот сказала, я сделала вот все. Сейчас я не совсем послушная. Сейчас уже много амбиций. Не столько амбиций, сколько... И я уже не верю словам. Я вообще перестала верить людям, я тебе честно скажу. Уже стало чуть-чуть другое в этом плане. Я не люблю слова, я люблю тебя, стихи, вот эти смски. Ну зачем, Нужно ребята, мужской кому поступок, это? да? Только поступками, да. Только в дружбе, только в уважении друг к другу, в любви строится вообще жизнь. Тогда оба человека растут и развиваются, дают друг другу стимул творить и действовать. Вот, поэтому А вот друзья из какой среды, Зара? Или есть ли друзья, которые прошли вот через годы, или они менялись так же, как меняются ваши там отношения, не знаю, Нет. к семье, к музыке, там, ко всему? нет, вот что касается... Вообще, влюбчивости у меня было много, скажем, да, любила я один раз. Это отца своего ребенка, скажем, на сегодняшний день. То же самое касается друзей. У меня много одноклассников, друзей, с которыми я поддерживаю отношения, друзей детства. Сейчас друзья, которые... Ну вот, друзьям 10 лет, 12 лет вместе, 2-3, я Это очень киевский ценю. период уже, да? Вот там складывалось? Здесь очень еще? много, да, Нияра, вот вы знаете, Альяна Лисицкая, Нияра у вас, кстати, работает и так дальше. Я очень преданная, очень в дружбе, А вот в в артистической любви. среде есть друзья, среди Артистов? там, композиторов? Я Или со вы всеми там? нормально. Нет, я со есть всеми мероприятия нормально. сами, Но нет, да? так, что мы ходили друг к другу чай пить, кофе, нет. Хотя вот, ну, разное бывает, на фуршетах бывает, часто сидим, поем песни после концерта, скажем так. Ну вот Лина Росмана в Киеве тоже много лет. Как вы вот с ней? Общаетесь вы с ней? Вы Я ее даже давно в не «Триптихе», видела. наверное, по-моему, снимались Я вместе. ее не видела этих еще лет 5, наверное, мы вместе в концертах. И вот недавно в Донецке мы с ней встретились на концерте. Нормально. Молодец, старается. Тоже своими силами, тоже вместе с ней мама там что-то пытается делать, творить. Тоже понятно, у всех финансовые какие-то трудности. Только из-за этого, к сожалению, многие и здесь наши крымско-татарские артисты не могут снимать себе клипы, делать качественные аранжировки. Ну, это уже ни для кого не секрет. Вот. Если взять в Крыму шоу-бизнеса как такового нет, артисты стоят местные, к сожалению, они в жизни стоят дороже, да, но им платят платежеспособности. Это секрет, какой у вас гонорар? Да, Вот за- секрет. Да? Конечно. Хорошо. А там- часто вас приглашают на корпоративы? Ну, достаточно, да. Достаточно. Когда Это работала в крымская Раде, публика? в Или Верховной это- Раде, я не работала на корпоративах. Это было одно из как бы Даже на важнейших. корпоративах Верховной Рады Крыма? Нет, я не работала. Исключительно вот с песней я вышла, наверное, объединяющей, такой миротворящей, это мы крымчане. Вот. А так нет. И Чаще выступаете в Крыму, либо выступаете за пределами в Киеве? по-разному. Последние вот такие крупные поездки это Турция, это Румыния, Анкара, в Турции я имею в виду Стамбул, Анкара. И сейчас вот на 8 марта, если успеваю делать программу, лечу в Дубай, там, попробовать в этот клуб. Ну, это что касается творчества. Видео работы будут вообще? Потому что, ну, что-то я... Если у меня сложится с бизнесом, то будет и видео То есть работа. бизнес это все равно будет финансирование самой себя Да. в музыке. То есть Да. мы музыку не оставляем. Нет, никогда. Это мой кайф, это моя жизнь. Если бы это приносило достаточно денег, скажем, да, на этом могла бы я жить, да, я бы только с утра до ночи этим делом и занималась. А вы не хотите заключить контракт с каким-нибудь продюсером, действительно мощным, который бы вас вывел на тот уровень, которого вы достойны? к примеру? Ну, если честно, я сейчас понимаю для себя, что прошли те времена независимых певцов, да,
и что надо идти под какого-то продюсера. Я реально сейчас об этом думаю. Это не поздно? Вот хороший вопрос, не знаю. Знаешь, у хорошего качественного артиста он необходимый до 70 лет. Он как коньяк, А наверное, если, да, настаивается, а да? если ты просто финтифлюшка, да, скачешь, прыгаешь и ничего не несешь, и стадион не поднимаешь, значит тебе, ну, полгода-год жизни на сцене. Сава, у нас вообще эфир прошел очень быстро. Мне приятно Да, было кстати. видеть вас в нашей программе. Зрителям я напомню, что у нас была Эльзара Баталова, артистка, певица, актриса, не финтифлюшка, правильно, Бизнес-вумен. будущая бизнес-вумен, которая вдохновилась этим в Дубае, пока нам не говорит, чем будет заниматься. 4 года прожившая последнее в Крыму Не и только опять уехавшая. Дубай, не только Дубай. Многие загранпоездки, Нет, оно дает определенные связи и в бизнес, и в политических кругах и так далее. Но не задержавшаяся в Крыму и опять В уехавшая России, в Киев. Москве. То есть И просто уехавшая это опять в грамотно. Киев. В Киев, но я не уезжаю, я же здесь тоже. Просто там больше времени сейчас провожу. Я вам благодарна за эфир, очень интересная программа, и у вас прекрасный талант уметь раскрутить артиста на важные, интимные такие моменты жизни и подробности. Спасибо, Браво. Эльзара. Слава вам. Браво.